Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем последствия крупной аварии на улице Бондаренко в Казани. Как у вас состояние? Вы сейчас в больницу поедете? Нет, я не поеду никуда, нормально. Пострадали 4 человека, из них 1 ребенок. Расскажем, как «Лада» сегодня влетела под трамвай в Нижнекамске. Начали вытаскивать женщину с машины. Она была вся в крови. А также допрос Азата Вафина, обвиняемого в смертельном наезде на девушку на улице Островского. Я увидел последний момент, пытался вывернуть на встречную полосу. Это и не только. Прямо сейчас. 4 человека, среди которых одна девочка-подросток, пострадали в результате крупной аварии на улице Бондаренко. Там столкнулись Kia Rio и Renault Sandero. По предварительным данным, женщина-водитель французской иномарки выехала с прилегающей территории на дорогу и не убедилась в безопасности маневра. Последствия столкновения у Алии Хайруддиновой. В аварии пострадали 4 человека. 26-летний водитель Kia, 50-летняя женщина-водитель Рено и 2 ее пассажирки. Одна ровесница автоледи, другой 14 лет. Их госпитализировали с различными ушибами. Водитель Kia, несмотря на то, что был весь в крови, ехать в больницу отказался. Рассказал, что ехал по главной дороге и правил не нарушал. Как у вас состояние? Вы сейчас в больницу поедете? Нет, я не поеду никуда, нормально. Вы, получается, ехали? Я ехал с той стороны прямо, она выехала на дорогу. Как установили в ГИБДД, виновницей аварии стала автоледи, управлявшая Рено. Выезжая со второстепенной дороги на главную, она не пропустила ехавшую по ней Kia. Алия Хайруддинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. А на улице Лаврентьева пострадал 25-летний мотоциклист. Как установили автоинспекторы, ему, выезжая с двора, не уступил дорогу водитель «Фольксвагена». Но вину свою автомобилист признавать не спешил. Какие аргументы приводили участники аварии, знает Вероника Гайнутдинова. Я пытался оттормозиться, но не получилось у меня. И хотя мотоциклиста от серьезных травм уберегла защитная экипировка, 25-летний молодой человек все же не стал рисковать здоровьем и согласился проехать в больницу. Как рассказали очевидцы, аварию спровоцировал 64-летний водитель «Фольксвагена». Он выезжал из двора и не уступил дорогу мотоциклу, который имел приоритет. Смотрите, вон, как говорится, светофор отсюда, сколько скорости можно набрать? Максимум 60, дозволенная скорость как была. Вот просто не соблюдали, когда выезжали, просто как на пофиг. Мотоцикл, не считаю же за транспорт езды, как говорится, и все. То есть водитель не уступил, да, Volkswagen мотоцикл? Получается так. Водитель автомобиля категорически отрицал вину и как мог аргументировал свою позицию. Я практически выехал. По расположению машины же куда я подъезжал. То есть вы считаете, он виноват, да? Или как? Фактически. Был уверен, что я уже проехал, он вырезался. Я помню, это не так. То есть вы считаете, что вы уже завершили, он вас въехал, да? Практически, да. То есть он... А самое главное, что я выворачивал, они затормозили, а потом резко газанули вдвоем. Но прибывшие на место автоинспекторы пришли к выводу, что виноват в аварии водитель легковушки. Аргументы о своей невиновности в этой ситуации ему, вероятно, придется приводить на детальном разборе происшествия. Вероника Гайнутдинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 3 человека пострадали в результате крупной аварии на улице Бызова в Нижнекамске. Там «Лада Ларгус» вылетела на трамвайные пути и попала под вагон. Айрат Назипов с места аварии. Выдернуть из-под трамвая то, что осталось от «Лады», удалось только со второй попытки. В «Ларгусе» были 2 человека – водитель и женщина-пассажир. Выжили они чудом. Но мы подбежали, увидели раненых. Начали вытаскивать женщину с машины, оказывать ей первую помощь. Она была вся в крови, мы сделали нашатырку, на виски намазали, понюхать дали. Она пришла в себя, я с ней разговаривала, чтобы она не отключилась. А водителя не смогли спасти, потому что он был зажат. Его спасли МЧС. Извлечь водителя спасатели смогли только разрезав искореженную «Ладу» гидравлическими ножницами. Пострадал и кондуктор трамвая. Она упала в момент столкновения. По словам очевидцев, женщина жаловалась на боль в ребрах. Ее вместе с пассажиркой и водителем легковушки доставили в больницу. Всего в салоне общественного транспорта находились около 40 пассажиров. Это здесь трамвай не виноват, шофер виноват. Не смотрим ни черта, в таких местах надо смотреть. Убедиться надо, что там есть. Или остановись, смотри, если пожилой. Так. Я сам пожилой, 71 лет.
Я так не ездил. Как и почему автомобиль оказался на трамвайных путях, будут выяснять автоинспекторы. Из-за ДТП было приостановлено движение трамваев. Его удалось восстановить примерно через час после столкновения. Пассажирка и водитель Ларгуса находятся в реанимации. Их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. Айрат Назипов, Александр Халин, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. И в Нижнекамске же велосипедист попал под колеса иномарки на улице Менделеева. Он пересекал дорогу верхом на своем железном коне, и в этот момент его сбил Hyundai Solaris, за рулем которого сидел 44-летний местный житель. Парень получил ушибы, от госпитализации отказался. Всего с начала года в Татарстане было зафиксировано более 40 ДТП с велосипедистами. 1 человек погиб, еще 40 пострадали. При этом половина случаев произошла по вине самих велосипедистов. К примеру, 27 мая в Набережных Челнах сбили 12-летнего мальчика на велосипеде прямо на пешеходном переходе. Ребенок решил пересечь дорогу, не спешившись. В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован. Другой случай произошел 19 апреля в Казани. Правда, в этот раз со смертельным исходом. Особую тревогу вызывает ДТП с детьми-велосипедистами. С их участием зарегистрировано 19 происшествий, в которых 19 детей пострадали. В 11 происшествиях дети-велосипедисты пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. Hyundai сзади врезалась в попутный Nissan на улице Назарбаева. Люди не пострадали, а вот автомобили получили серьезные повреждения. И хотя на первый взгляд причины столкновения были ясны, водители не пришли к единому мнению, кто виноват в аварии. Юлия Гоголева продолжит. Отец же не мог приземлиться. Чаще всего в подобных авариях все очевидно и споров о виновнике аварии не возникает. Но это не тот случай. По версии водителя Ниссана, он ехал по своей полосе, и в него сзади врезался таксист. Я медленно ехал, а потом пошел в стол удар и все. Просто не тормозя вы, да, ехали? Да. Он вас не видел, что ли, или что? Из-за чего произошло? Не успел, говорит, тормозить и все. Водитель Hyundai имел альтернативный взгляд на происходящее. Вы не признаете? Я не признаю, конечно. Почему? Потому что человек остановился резко, тем более под мостом на четырехполосной дороге, так скажем, широкой. И ни аварийк, ничего, ни знака. Я при перестроении. То есть он стоял, даже не ехал? Он остановился резко. Резко остановился. Просто ну, как он сказал, у него машина заглохла. Но если машина заглохла, перестраивайся потихоньку. Правила дорожного движения и практика в подобных случаях говорит о том, что виноват, как правило, водитель, догнавший другую машину. Причина в несоблюдении дистанции. Юлия Гоголева, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Hyundai и Opel столкнулись вечером на перекрестке улиц Дементьева и Кошевого. По предварительным данным, водитель Opel начал разворачиваться, не пропустив встречную иномарку. И хотя по правилам дорожного движения автомобилист обязан в этом случае пропускать встречную машину, водитель вину не признал. Теперь обоих участников ДТП ждет разбор в госавтоинспекции. Сегодня в Вахитовском суде Казани допрашивали Азата Вафина, водителя автобуса, который 24 ноября на улице Островского насмерть сбил переходящую дорогу 23-летнюю девушку. Взгляд подсудимого на произошедшее в репортаже Елены Саляховой. Ни на что не отвлекался, ехал. В тот день, 24 ноября минувшего года, 22-летний Азат Вафин помнит до мельчайших подробностей. Вечером за рулем автобуса он ехал по Островского. Переходящих дорогу людей увидел в последний момент. Справа обзор закрывал другой автобус, притормаживающий перед переходом и пропуская пешеходов. Вы обгоняли попутный транспорт? Я делал опережение. Опережение. В это время девушка появилась, да, как раз на дороге? Я увидел последний момент. Пытался вывернуть на встречную полосу. Девушка попала прямо под колеса и погибла на месте. Ее протащило по дороге еще 50 метров, пока автобус не остановился. Ей было 23 года. Идущий рядом с ней молодой человек не пострадал. А какой у вас стаж водительский? Если слегковой, то 4 года. А на автобусе сколько? В автобусе меньше. Водителем автобуса он проработал меньше полугода. До этого трудился кондуктором, потом получил соответствующую категорию. Говорит, готов понести любое наказание. Вы можете рассказать? До свидания. Ну, чего вы отказываетесь общаться? Вы же можете свою позицию высказать, почему вы хотите. Реально Никаких комментариев. Родственники погибшей девушки общаться с журналистами не захотели, но для подсудимого ждут максимально строгого наказания. Елена Саляхова, Наиль Абдулин. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.